Наш институт занимается и проблемами искусственного интеллекта. Создана лаборатория электрофизиологии слуха и искусственного интеллекта. Когда болеет ребенок, это проблема не только семьи, отдельно родителей и родственников, а еще целого общества. К сожалению, детей с нарушениями слуха во всем мире, и в частности в нашей стране, немало. В Ингушетии, согласно статистике, от заболевания уха страдают около 800 человек. Мастер-класс от ведущих специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава России традиционно призван помочь родителям, страдающим от сложных диагнозов детей, а также рассказать как можно больше информации о современных методиках лечения заболевания уха. Деятельность нашей организации уже 17 лет посвящена созданию экосистемы вокруг маршрута ребенка. И самое важное – показать успешность семьи, ее интеграцию в среду слышащих людей. Это возможно. И здесь необходимо поддержать семью, маму, объединить в маршруте всех специалистов и дать очень четкую навигацию в этом направлении. Семинар, мастер-класс «Семья. Основы реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха» организован региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с общественной организацией «Я слышу мир». Педагоги, наши сурдологи республиканские, вот они будут обучаться, как вообще работать с детьми и взрослыми, у которых проблемы со слухом. Родители будут рассказывать о своих чаяниях, о своих проблемах, которые есть. Здесь присутствуют наши министры. Это Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство образования. И вот родители будут делиться своими чаяниями, проблемами. И в дальнейшем эти вопросы и проблемы, которые сегодня есть, а их много, они будут решаться. Мы все знаем, что, конечно же, реабилитация должна быть в обязательном порядке у детей, так как они получают медикаменты, получают какие-то услуги от врачей, но общими усилиями наших родителей, общими усилиями детей по реабилитации, конечно, мы можем достичь того результата, который мы хотим. Большая часть участников мастер-класса – это, конечно, родители. У многих из них за плечами большой опыт лечения и всех видов адаптации в мир звуков и слуха своих детей. Зухра Танкиева старается никогда не пропускать такие мероприятия. Ведь для мамы особенного ребенка важно следить за новыми возможностями медицины. Кемран Шадиев страдает от нейросенсорной потери слуха с рождения. К сожалению, процесс необратимый, но настоящее материнское сердце и медицина творят чудеса. Мы с ним прошли с самого детства не самый легкий путь, но я понимаю важность таких мероприятий, потому что это дает опыт и для родителей, и для специалистов, и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, да и вообще для людей, которые, может быть, не до конца понимают всю ситуацию и необходимость таких мероприятий. Для меня это опыт знакомства с специалистами, потому что на нашем пути мне повстречались специалисты разных уровней, и которые оказывали помощь. И вот такие мероприятия дают возможность узнать больше намного об этой проблеме. Глухие и слабослышащие люди, а особенно дети, ежедневно сталкиваются с проблемами в современном обществе. Важная миссия – адаптировать людей с ограниченными возможностями, создать для них дополнительные условия. Самое главное – всегда находить дополнительные силы и средства, чтобы облегчить состояние. И этот семинар, конечно, очень большая для нас, скажем так, очень большой подарок для нас. Раз, значит, сейчас сурдологи будут оказывать нам помощь, которая нам необходима каждый день. В Ингушетии особенным детям стараются уделить, как и полагается, особое внимание. В начале этого года по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова 11-летнему Абдумалику Бурзову приобрели дорогостоящий слуховой аппарат. С просьбой об этом к руководителю региона обратилась мама мальчика. Новое оборудование успешно настроили. Ребенку вернули долгожданный слух. И таких случаев, когда внимание облегчает жизнь особенным детям, много. Более благородной цели как может быть, чем ввести этих людей в мир слышащих. Эта программа Единой партии России, этот семинар проводится у нас. Руководство нашей республики уделяет огромное внимание именно по согласованию действий родителей, общественных организаций, лечебных организаций
для того, чтобы все люди себя чувствовали естественно здоровыми членами общества. Семинар продолжится и дальше. В планах обсудить актуальные вопросы, которые возникают у глухих и слабослышащих. Рина Цичуева, Султан Магушков, Магаз 24.